Добрый вечер. Вы смотрите «Заман». Среда, 17 января. В студии София Абляева. Дело ялтинских поджигателей. Завтра оккупационный Верховный суд Крыма рассмотрит апелляционную жалобу по делу ялтинского поджога автомобиля. В ноябре 2015-го на ЮБК сгорели 10 машин. Организатором этих поджогов силовики назвали жителя Алупки Муеддина Аливапова. Его осудили на 4,5 года в колонии поселения и обязали выплатить ущерб 4 миллиона рублей. По словам защитников, обвинили его на основании ложных показаний двух свидетелей. Более того, после ареста Аливапова поджоги в Ялте не прекратились. Всего тогда сожгли около 40 машин. Многих здесь ребят задержали, и почему-то именно нащупали двух слабеньких, и они, дали все, что им сказали. Дали показания против моего сына. Мой сын на себя до сих пор ничего не берет. Они теперь тоже, конечно, отказываются, что они как к физическому насилию подвергались. Несмотря на то, что тогда Муеддина и еще остальных арестовали, после этого поджоги в Ялтинском регионе не только сократились, а они увеличились даже в 2 раза больше. И плюс там эксперты заявляли о том, что это вообще поджоги не совершены не с помощью бензина, а каких-то других специально горюче-смазочных веществ, которые, вернее, не горюче-смазочных, а горючих веществ, которые сжигали даже металл. Фигурант так называемого дела Виджей-Кашка Кезим Аметов вторые сутки удерживается в СИЗО незаконно. Еще 15 января истек срок содержания его под стражей, а так называемые судьи, по данным адвоката Эмиля Курбединова, арест ему не продлили. И до настоящего момента нет ни одного судебного решения, которым бы срок содержания под стражей Аметову Казиму было бы продлено. В связи с этим я направил 3 заявления начальнику следственного изолятора Симферополя, в прокуратуру Республики Крым и начальнику управления Федеральной службы исполнения наказания по Крыму заявление о немедленном освобождении из-под стражей. Кезима Аметова оккупанты задержали 23 ноября прошлого года в Симферополе во время так называемой спецоперации. Его и еще 3 мужчин обвинили в вымогательстве денег у гражданина Турции. Перерыв до 6 февраля объявили в деле жены политзаключенного Узаира Абдулаева. Женщине вменяют административное правонарушение. Все потому, что в декабре прошлого года Фера Абдулаева хотела зайти на судебное заседание по делу мужа. И за якобы неповиновение судебному приставу на Феру Абдулаеву составили протокол. Так называемая судья решила изучить видео с камер наблюдения в суде. Женщину могут оштрафовать на 1000 рублей или арестовать на 15 суток. Мало того, что пересадили 2 сыновей по сфабрикованным делам, уголовные дела все сфабрикованы с потолка, сейчас обвиняют мою невестку, вроде там грубила. Понимаете, свекровь 15 лет, я не слышала от нее даже голоса ее не слышу, не только грубить. Такая щупленькая, маленькая, верзила какого-то нагрубить она разве могла. Я считаю, что данное судебное заседание является одной из форм репрессивной политики в отношении наших единоверцев и в отношении нашего народа. И это сегодня подтвердил судебный пристав, когда мы его допрашивали в качестве свидетеля, когда он сказал, что это его первое административное дело, и сегодня оно у него вышло комом, и дальше он будет стараться. И во время всего судебного заседания он пытался показать, что крымские татары – это агрессивно настроенные люди. Муж Феры Абдулаевой, Узаир Абдулаев, фигурант сфабрикованного дела о так называемом терроризме. Его вместе еще с 4 жителями Симферополя задержала ФСБ осенью 2016-го. Обвиняют их за участие в организации Хизбут-Тахрир, запрещенной в России с 2003 года. Российские силовики блокировали Крымское село. Утром село Насыпное под Феодосией оцепили полицейские страны-оккупанта для якобы проведения антитеррористической операции.
Они установили на въездах служебное авто и патрулировали улицы с оружием. По данным очевидцев, ни задержаний, ни обысков не проводилось. Сегодня подобные учения в Крыму уже проводятся часто, но зачастую они сопровождаются также и вхождением, скажем так, в частные домовладения, поиском там каких-то якобы украденных вещей и так далее, осмотром жилищ. Это, например, было в Журавках, это было в других населенных пунктах. Но здесь ограничились исключительно патрулем на улицах, установлением блокпостов и так далее. Джевелины будут. Соединенные Штаты передадут Украине эти противотанковые комплексы за свой счет. Об этом на заседании Совета национальной безопасности и обороны сообщил президент Украины. Совет сегодня утвердил государственный оборонный заказ на ближайшие 2 года. Согласно этому документу, в 10 раз увеличивается заказ на антиснайперские комплексы, в 4 раза на противотанковое вооружение, в 3 раза вырастут расходы на противодействие вражеской разведке, а беспилотников для армии закажут в 4,5 раза больше. Яка наголошую, що внаслідок кропіткої роботи нашої команди ми сьогодні маємо позитивну новину, що протитанкові комплекси «Джевелін» нам будуть поставлені в якості озброєння оборонного за рахунок фінансування Сполучених Штатів Америки. Члены Меджлиса провели встречу с главой Конституционного суда Литовской Республики. Обсудили нарушения России международного права, в частности, решение Конституционного суда России по признанию аннексии полуострова. В частности, на встрече договорились о дальнейшем сотрудничестве. Одна из наших инициатив совместно с украинскими коллегами, совместно с другими судами, такими как Молдова, Грузия, некоторыми другими, это осуждение судей в мантиях преступниках, в смысле, я имею в виду Российский конституционный суд, поскольку мы думаем, что очень трудно придумать что-нибудь более дискредитирующее судебную власть, как принятие такого преступного рішення. Зараз ми обговорили наші деякі кроки, які б посилили тиск з боку правників, світових організацій правників на Росію задля змушення її повернутися в межі міжнародного права. А в Европарламенте спорили про пропаганду и попытки Кремля повлиять на Евросоюз. Право- и левопопулисты утверждали, тема не стоит обсуждения. В противовес им выступили проевропейские депутаты. Их было большинство, и они утверждали, Россия пропагандистская страна и так пытается повлиять на настроение Европы. В итоге договорились про несколько шагов для эффективной борьбы с пропагандой. Среди них беспристрастно бороться с российским вмешательством в избирательные кампании и еще бить санкциями по хакерам. Фейковые новости – это проблема всех времен. Они всегда были, но сейчас в эру интернета становится предельно ясно, откуда появилась эта новость, кто ее отправил. Я приверженец мнения президента Франции Эммануэля Макрона, который говорит, что должно быть предельно прозрачно известно, откуда появилась новость, и вы должны точно понимать, кто спонсор этих новостей. Реакцией ЕС на эту гибридную войну должно стать не контролирование средств массовой информации. Нашим ответом должна быть эффективная политика ЕС в области СМИ. Политика, созданная для защиты либеральной европейской демократии, наших основных ценностей. Этой ночью неизвестные в Ингушетии подожгли офис правозащитной организации «Мемориал». Злоумышленники с канистрой в руках по лестнице поднялись на 2-й этаж, где находится офис правозащитников. Поджечь смогли только одну комнату, кабинет руководителя. Последний поджог в организации связывают с задержанием главы чеченского мемориала Аюба Титиева. Переселенцам из аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса увеличат социальные выплаты. Такое решение приняли сегодня на заседании правительства. В частности, больше люди будут получать на компенсацию аренды жилья, коммунальные услуги и выплаты на ребенка.
Підвищується розмір грошової допомоги, які отримують пенсії, а також діти, які в складі сімей є діти на кожну дитину, з 884 гривень до 1000 гривень на місяць. І крім того, для сімей всіх без винятку переселенців передбачено збільшення загальної суми грошової допомоги з 2400 до 3000 гривень на місяць і 5000 гривень для багатодітних сімей. Европу окутал снег и мороз. От настоящей зимы больше всего страдают Чехия, Польша и Великобритания. Бесчинствует непогода и в Штатах. Там от жутких морозов замерз даже Ниагарский водопад. Подробности в нашем сюжете. Снегом засыпало Великобританию. В Северной Ирландии закрыли школы, а на дорогах Шотландии застрял в заносах транспорт. В больших пробках встало 1000 авто. Некоторым водителям пришлось простоять в снежном плену 14 часов кряду. В целом в Шотландии насыпало до 30 сантиметров снега. Это самое ужасное, что я когда-либо видел в этом регионе, так точно. В Чехии из-за непогоды не разъехалось 40 авто. Обильные снегопады – главная причина десятка аварий. Власть рекомендует без особой надобности не выходить на улицу. Суровая зима и аномальные морозы пришли и в Штаты. Снегоуборочная техника не успевает расчищать дороги от снега. На одной из магистралей столкнулись десятки машин. Несколько людей пострадали. Мороз ударил с такой силой, что заледенели водопады и реки. Вероника Иващенко, Заман, АТР. Сильные снегопады этой ночью накроют северные и центральные области Украины. В некоторых регионах уже с сегодняшнего вечера запрещен въезд для фур. В частности, с 8 вечера в Киевскую область, а с полночи в столицу. Накануне первыми последствия непогоды ощутили в Одесской и Николаевской областях. Там на междугородних трассах возникли километровые пробки. О снежных заторах сегодня говорил и премьер-министр Владимир Гройсман. Он пригрозил чиновникам увольнениями. Якщо голови адміністрації будуть спати в час, коли вони мають працювати, я без жодних питань подам подання за рішенням уряду президенту про звільнення таких чиновників. Тому я просив би, щоб всі дуже серйозно сприйняли це повідомлення. Литва, Турция и Крым – участники первого крымско-татарского талант-шоу «Татлысес-2018» съезжаются в столицу Украины – Киев. Уже в эту пятницу, послезавтра, в столице состоится гала-концерт детского конкурса талантов. О своих номерах, о свои костюмы и о настроении в целом маленькие артисты рассказали нашему журналисту Виктории Облязове. Крымско-татарская народная песня звучит в аэропорту Борисполь. Ее исполняют участники фольклорного ансамбля «Илсу». Дети прилетели из Литвы. Вдали от родины они пытаются сохранить свою культуру. На детском конкурсе представят 3 крымско-татарские народные песни. Впечатление, получить новый опыт, узнать этот конкурс получше, знакомиться с новыми людьми. Желание помочь нашим детям узнать свою культуру. Для нас это как бы даже честь и миссия поддержать крымских татар, тех, которые сейчас здесь впервые в Киеве восстанавливают этот красивый конкурс. И для нас на самом деле это очень ответственно и важно. Сегодня день, когда репетиций не будет. Участники отдыхают после дороги. Эльвина Чурлу прилетела из Вильнюса, чтобы выступить на конкурсе. Она будет участвовать в номинации «Вокал». Исполнит романтическую песню «Эмся Версен». Днем в Киев прибывает автобус с детьми из Крыма. 2 десятка участников, вместе с ними родители и наставники.
Эмине 11, а Хатидже 13 лет. Сестры Хайбулаевы на сцене покажут красоту национального танца. Чатырдах – это гора, Крымская гора. Мы будем танцевать про нее, немножко привезли колорита Крыма. Он сначала спокойный, потом начинается веселая часть, да. Там все то, что есть в Крыму, описывается. Ильдар и Джамиле приехали из Симферополя. Они уже 2 года танцуют вместе крымско-татарские народные танцы. Перед камерой танцевать стесняются. Говорят, свой номер покажут уже на сцене перед зрителями. И радуются, что приехали на конкурс. Они нравятся, эти конкурсы. Они красивые. Но мы думаем, что мы победим. Я думаю, мы приехали с радостью, с любовью. Я так думаю, что мы с Джамилешкой выиграем. Конкурсанты несколько дней будут жить в пансионате в Пущеводице. Уже завтра их ждет генеральная репетиция. Организатор конкурса Эльмаз Асан говорит, в этом году на конкурс приехало много крымских татар, которые из-за аннексии Крыма вынуждены были переехать на материк. А на следующий год организаторы конкурса ждут детей крымских татар со всего мира. Мы ждем крымских татар на следующий год, так как конкурс стал международным. На следующий год ждем крымских татар со всего мира. Это и Турция, это и Румыния, это Америка и Польша. Сейчас каждый из них оказал поддержку, каждый из них передал свой подарок нашим детям. Конкурс «Татлысес» существует с 2009 года. Его инициатором стал телеканал АТР. Последний раз конкурс «Татлысес» проводился в Крыму в 2015 году. 2 года конкурса не было из-за аннексии. Гала-концерт пройдет в концертном клубе «Бельетаж» в Киеве. В этом году конкурсанты будут соревноваться в номинациях «Хореография», «Вокал», «Художественное слово», «Инструменты» и «Ансамбли». Это все, что мы успеваем вам рассказать. Информационный вечер на телеканале АТР продолжается. Оставайтесь с нами. До завтра.